Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Лина Насырова. И вначале коротко о главном. 2 недели на оценку ущерба и время до конца года на восстановление. В течение 2 недель понять, что мы должны сделать, и, соответственно, закрепить это финансово. Ради Хабиров поручил оказать помощь районам в связи с дождевым паводком. Разрушено 18 мостов и десятки километров дорог. Первые в истории Башкортостана. В Уфе провели пересадку костного мозга. При поддержке главы Республики Башкортостан Ради Хабиров был как раз построен для реализации этих планов, чтобы маленькие жители Республики Башкортостан скорее выздоравливали. Как себя чувствует 10-летняя Алиса и смогут ли такие операции в республике поставить на поток? Прошло все хорошо. Ребенок себя чувствовал тоже на протяжении всего этого времени хорошо. Помилуй нас, Боже, поделиться милостью Твоей, молимся, все услыши и помилуй. За мир во всем мире в церквях и мечетях вели особые дни для богослужений за военнослужащих и победу России в СВО. Мольбы за то, чтобы Всевышний даровал нам победу, за то, что даровал нам спокойствие и мир. Ее теперь не сжигают, а строят дома. Во-первых, он легкий, во-вторых, у него отличное теплоизоляционные свойства. В Буздяке открыли первый в Башкортостане и третий в России завод по переработке конопляного волокна. Ради Хабиров поручил начать восстановительные работы на территориях, пострадавших от подтоплений. На оценку ущерба глава республики дал 2 недели, а до конца года поручил восстановить наиболее значимые инфраструктурные объекты. Из-за аномального количества осадков в муниципалитетах размыло дороги и мосты. За неделю в республике выпала 2-месячная норма осадков. Глава Башкортостана поручил оказать материальную помощь пострадавшим семьям, особенно тем, кто является малообеспеченными, в индивидуальном порядке. Подробнее в материале Динары Масхановой. Увидеть море по колено жителям деревни Мулдашева пришлось, не выходя из дома. Вода с прорванной дамбы затопила не только улицы. Полноценной хозяйкой стихии стала даже в жилых помещениях. В доме Ибрагимовых отпала штукатурка, мебель и урожай намокли, а в ящиках появилась плесень. Я спала, и у меня будет картайка, то, что у нас потоп. Я проснулась, сначала думала, что он шутит, потому что я долго сплю, из-за этого думала. Потом смотрю в окно, там, правда, вода везде. Поделся, где-то на сантиметр 30-40. Вот даже везде вокруг дома штукатурка попала, отпала. Вот до сих пор вода вот под диваном, по погребе вода. Вот я боюсь, у меня печку, не знаю, выдержит, нет. А как зимовать, даже трудно сказать. Жители оказались как на необитаемом острове. Объездную дорогу размыло, а основная переправа разрушилась. По запросу людям привозили продукты, в основном это свежий хлеб и чистая вода. Попасть на противоположный берег помогали сотрудники МЧС. Основным транспортом в эти дни стала лодка. Но уже на неделе завезли щебень и начались восстановительные работы. Прорабатывался вопрос с материалами. В первую очередь, конечно, это у нас трубы и щебень. То есть прорабатывался вопрос ближайшие карьеры, откуда можно брать щебень, и прорабатывался вопрос по поставке труб, то есть искали именно большие диаметры труб, чтобы можно было уложить в речку. В Бурзянском районе аномальные осадки спровоцировали оползень. Он перекрыл дорогу между селами Байназарова и Мурадымова. Для того, чтобы машины не сидели в пробках, было организовано реверсивное движение. На сегодняшний день дорога полностью открыта, главное, что нет пострадавших. Кирпичи, они уходили полностью, было и закрыло, еще сверху даже чуть ли не целый кирпич можно было ложить. По берегу было. Ну вот вода, камни открылись. 2-месячная норма дождей выпала всего за неделю. Больше всего пострадали жители Абзелиловского, Белорецкого и Учелинского районов. Ради Хабиров поблагодарил экстренные службы за работу в непростые дни. Людей за терпение и поручил начать восстановление. В течение 2 недель понять, что мы должны сделать, и, соответственно, закрепить это финансово. Часть вещей текущим режимом, так?
там, Любовь Викторовна, посмотрите, часть вещей на следующий год через программу «Фонящих дорог» или как и так далее. Все эти вещи надо делать. Если там есть какие-то, так вот, знаете, бывает, семья очень экономически некрепкая, да, где-то какую-то помощь, это уже наша зона ответственности. Посмотрите. Ну, с главами это отдельно, по каждому случаю надо поговорить. Уже восстановлен мост в Сибае. Он был полностью под водой, а обочины и вовсе размыло. Движение для автотранспорта открыто. Здесь вообще моста не видно было. Вот за 2 дня вода спала. И с сегодняшнего дня начинаем засыпать, выравнивать. Сегодня закончим. На Павловской гидроэлектростанции сохраняется режим паводок. По сравнению со средними многолетними значениями водохранилища приток воды увеличился в 5 раз. На сегодняшний день объем расхода примерно равен объему притока. Гидроузел работает на транзит прибывающей воды. В конце прошлой недели мы получили соответствующее сообщение. Немножечко снизили уровень верхнего объема водохранилища для того, чтобы освободить свободный объем. И накопили воду. В настоящий момент мы работаем, балансируя приток с расходом. Расход воды на вчерашний день был 1300 кубометров в секунду. Значит, сегодня он у нас понизился примерно 1200. Последствия от аномальных осадков коснулись и столицу. На данный момент продолжает увеличиваться перелив дороги к Садам-Казарес и Альбатрос. Легковым автомобилям здесь пока не проехать. В Демском районе города Уфы перелив дороги к Садам, Казарес и Альбатрос составляет 250 метров. Проезд автотранспорта невозможен. На месте дежурят сотрудники управления гражданской защиты, эвакуация жителей не требуется. Главное управление МЧС России в Республике Башкортостан в круглосуточном режиме продолжает работу оперативный штаб. Ведется постоянный мониторинг уровня рек и сброса воды на водохранилищах. Паводковая ситуация хоть и стала в республике лучше, но расслабляться еще рано. Синоптики в ближайшие дни обещают хоть и теплую, но дождливую погоду. Тревожные ночи для спецслужб не заканчиваются. Они мониторят обстановку круглосуточно. Динара Таймасханова. Итоги недели. Жители республики теперь могут единовременно получить 1 миллион 200 тысяч рублей при заключении контракта. Это стало возможным после принятия дополнительных федеральных выплат, указ о которых подписал президент. Победа в спецоперации – первоочередная задача. Для ее выполнения подключились даже священнослужители. В храмах и мечетях ввели особые дни для богослужений за военнослужащих и победу России в СВО. О чем просят у высших сил и как власти поддерживают бойцов и их семьи в следующем материале. Помилуй нас, Боже, повелитель, милости Твоей, молимся, все услыши и помилуй. Завершение конфликта и прекращение кровопролития – главное, о чем просят священнослужители, чтобы Господь дал солдатам крепости духа, защитил от ран и уберег от смерти. В Спасском храме Уфы особые службы, посвященные участникам СВО, отныне будут проходить по субботам. Присоединиться к коллективной молитве может любой желающий. Он, получается, даровал духовные силы и, получается, и поддержку всем людям, которые, чтобы пришли, во-первых, к согласию, и прошло воссоединение, и согласие, и победа. В память о павших проводят панихиды. Священнослужители и верующие скорбят о тех, кто отдал свою жизнь, выполняя свой долг. Не только священник ведь должен один молиться, правда? Но мы-то призываем родственников, чтобы они приходили, молились вместе с нами. Особенно матери, потому что вот в церкви существует такое выражение, что молитва матери детей со дня моря поднимает. Для нас-то главное, чтобы родственники приходили, потому что мы-то молимся и утром, и вечером. А родственникам, конечно, удобнее, чтобы они знали определенный день. Атмосфера единения царит и в мечетях. В Духовном управлении мусульман Башкортостана написали специальную молитву на русском и башкирском языках за благополучие защитников Отечества. Мольбы за то, чтобы Всевышний даровал нам победу, за то, что даровал нам спокойствие и мир, за то, что утешил сердца тех, кто нуждается, и помог нам во всем хорошем против зла, наущения и лицемерия шайтана и сатаны.
С предложением организовать в храмах и мечетях региона особые дни для богослужений за военнослужащих и победу России в спецоперации выступил Ради Хабиров. Идея возникла после общения с близкими солдат. Я думаю, разумная история – это все-таки важнейшая составляющая часть нашей духовной жизни сейчас. Помолиться для тех, кто верует, как говорится, помолиться за здравие наших воинов и за упокой погибших ребят, в общем-то. Победа в спецоперации – основная задача страны на данный момент. И кто, как не военнослужащие, добывают ее на поле боя. Именно поэтому власти делают все для максимального удобства и комфорта бойцов и членов их семей. Даже фонд «Защитники Отечества» отныне работает без выходных, а подать заявку можно и через госуслуги. Потому что в рабочие дни многие не успевают с документами дойти до филиала, а в выходные дни у них есть время обсудить, сесть и, конечно же, отработать все алгоритмы, которые им нужны. Наши социальные координаторы тоже в районах всегда на связи, в выходные дни, и где есть у нас по несколько социальных координаторов, то выходят на работу. Один из важных вопросов трудоустройства ветеранов. Кавалер Ордена Мужества Олег Муфтахудинов, бывший боец ЧВК «Вагнер», участвовал в битве за Бахмут, где потерял руку. Вернувшись на гражданку, обращался в фонд за помощью, где ему и предложили войти в ряды социальных координаторов. И теперь он сам помогает военнослужащим и их семьям в решении многих вопросов. А еще Олег, несмотря на травму, ведет активный образ жизни. Всерьез увлекся спортом, метанием ножей и даже принял участие в чемпионате. До этого спортивным метанием ножей я не занимался, но до этого я занимался лыжными гонками и биатлоном, имея разряд мастера спорта. А после участия в СВО решил попробовать для себя что-то новое и нашел такой интерес по спортивному метанию ножа. Сейчас вот был на соревнованиях в городе Самара, занял 3-е место. Это моя первая награда, медаль в этом виде. С 1 августа власти установили федеральную выплату при заключении контракта. 400 тысяч рублей новобранцы получат в дополнение к существующим премиям от Минобороны, республики и муниципалитетов. Таким образом, житель Башкортостана может рассчитывать на сумму в 1 миллион 200 тысяч рублей. Это связано в первую очередь с тем, что семьи будущих военнослужащих, естественно, будут нуждаться в каких-то выплатах и прочих. Семьи нужно содержать, семьи нужно кормить. И таким образом федеральное правительство, правительство Республики Башкортостан поддерживает наши семьи. Как нередко говорят бойцы, в зоне боевых действий формируется настоящее братство. Стать частью великой миссии по защите Родины может любой желающий. Ну а задача тех, кто в тылу, не быть равнодушным и оказывать героям всяческую поддержку. Артур Шамсудинов, Булат Садриев, Равиль Рахимзянов и Родион Матвеев. Итоги недели. В Уфе провели первую в истории Башкортостана пересадку костного мозга. Операция прошла в новом республиканском центре детской онкологии и гематологии. Пациенткой стала юная Алиса, которая борется с онкологическим заболеванием уже 2 года. Процедура длилась около 5 часов. Сейчас девочка восстанавливается и готовится к следующим этапам лечения. Наша съемочная группа узнала о состоянии юной пациентки и о том, как проходила операция. Сюжет Наили Нуреевой. Чудо для Алисы, юной пациентки Республиканского центра детской онкологии и гематологии, случилось не в сказочной стране, а в родном Башкортостане. Она стала первой за всю историю региона, кому провели трансплантацию костного мозга. После операции прошли сутки, сейчас девочка находится в изоляции, восстанавливается после процедуры. Рядом мама. Пообщаться с нами Гульнур вышла буквально на пару минут. Прошло все хорошо. Ребенок себя чувствовал тоже на протяжении всего этого времени хорошо. Никаких тяжелых таких последствий не было. То, что появилась такая возможность, наверное, это очень здорово. То, что это близко к дому, никуда уезжать не нужно. И это, наверное, огромный шанс к выздоровлению ребенка. Это очень здорово. Алиса уже около 2 лет стремится к выздоровлению. После полугодовой ремиссии снова рецидив и стены уже знакомой клиники, где она уже попадала в объективы наших камер на одном из праздников, проводимых в центре. Кстати, Барашка пришел. Да. Операция, ради которой раньше приходилось выезжать в федеральные клиники, прошла в новом республиканском центре детской онкологии и гематологии. Здесь созданы все условия для таких сложных процедур, ведь речь идет о работе с клеточными технологиями. Аппарат автоматически загружается разовая система. Принцип у него такой, что есть здесь центрифуга находится, устанавливается система,
При быстром вращении центрифуги кровь разделяется на 3 слоя. Самый верхний – это плазма, нижний тяжелый там эритроцит находится, и средний слой как раз находятся мононуклеарные клетки и, соответственно, стволовые клетки. Аппарат находит границу и собирает именно вот эту часть, где находятся стволовые клетки. Все остальное возвращается обратно. Именно в этой комнате и проходит забор биоматериала и сама трансплантация, без разрезов и наркоза. Бережно и максимально комфортно для деток. Для этого комната оснащена удобными кроватями, ведь сама процедура длится около 3-5 часов. А биоматериал хранится в единственном в Башкортостане криохранилище стволовых клеток. В этой криокамере находится биоматериал юных пациентов и их доноров. Здесь же находился костный мозг Алисы, который на днях провели трансплантацию. Всего одна такая камера вмещает в себя около 300 кассет с биоматериалом, среди которых и костный мозг 2 юных пациентов, которые сейчас проходят лечение в ожидании долгожданной процедуры. Трансплантация костного мозга – важный этап в лечении онкологических заболеваний. Благодаря ей удается сохранить необходимый организму человека биоматериал, который уменьшается либо исчезает при лучевой и химиотерапии. Чтобы восстановить вот это нормальное костно-мозговое кровотворение, необходимо заранее заготовить либо костный мозг у самого пациента заранее, заморозить его, поместить и хранить до определенного времени, либо использовать чужеродный аллогенный костный мозг. Мы провели аутологичную трансплантацию, то есть забрали костный мозг у самого пациента. И этот костный мозг позволяет восстановить кроветворение собственное, тем самым, избежать вот этого негативного эффекта от подведения смертельных доз. Это может быть либо химиотерапия, либо лучевая терапия. Новый центр для лечения тяжелобольных детей создан при РДКБ. Масштабный проект реализовали в рамках нацпроекта здравоохранения. На его строительство направили 4 миллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов. В медучреждении разместились онкологическое и гематологическое отделение, отделение радиологических исследований и молекулярно-генетическая лаборатория. Центр рассчитан на 92 пациента. Этот корпус в рамках реализации указа президента по национальным целям, реализации национальных проектов при поддержке главы Республики Башкортостан Радика Хайдаровича Хабирова был как раз построен для реализации этих планов, чтобы маленькие жители Республики Башкортостан скорее выздоравливали, получали всю необходимую помощь на территории республики. Глава республики отмечал, что объект долгожданный и главный в вопросе лечения онкозаболеваний. Его построили на год раньше запланированной даты. И сегодня центр не только принимает маленьких пациентов со всей республики, но и проводит сложные и жизненно необходимые операции. Это большая трагедия, большая боль, когда ребенок тяжело болеет. Но, с другой стороны, это еще большая ответственность нам всем, что мы должны создать им самые лучшие условия. Потому что тяжелые заболевания, чтобы лечить, надо обладать и оборудованием для диагностики, и операционными, и, самое главное, высоким уровнем профессионализма врачей. Вот все эти 3 момента мы объединили здесь. Чудо для Алисы стало значимым не только для ее семьи, но и для всего Башкортостана. Событие, которое вывело медицину республики на новый уровень, дав еще больше возможностей помочь тяжелобольным деткам жить здорово и здорово. Наиля Нуреева, Шамиль Каримов. Итоги недели. Уфа. Ко Дню знаний в Башкортостане откроют 6 обновленных школ, а оставшиеся 25 в 2025 году. Речь о школах, которые реновируют благодаря федеральной программе капитального ремонта и оснащения общеобразовательных организаций. На реализацию этого проекта направили 1,8 миллиарда рублей. Более 1,5 из них – средства федерального бюджета. Радик Хабиров поручил министру образования республики уже сейчас готовить дальнейшую заявочную кампанию по детским садам и колледжам и общежитиям. Это программа президента нашего. Нам удается в короткое время провести в порядок большое количество школ. Это прям одна из самых востребованных программ. И глава муниципалитета мы в ходе семинара говорили, надо готовить программу сейчас и по детским садам, и по общежитиям, колледжам и так далее, потому что скоро мы начнем выстреливать туда. 6 школ однолетнего цикла мы основной объем работ должны завершить уже к началу учебного года. По двухлетним объектам основной объем работ, по которым должен быть завершен к 1 сентября 2025 года, мы также мониторинг ведем. Там хорошо достаточно движемся, поэтому их 25. И поэтому здесь мы тоже говорим о том, что все в порядке.
Стоит отметить, что учебный год стартует в этом году нетрадиционно 1 сентября. В связи с тем, что День знаний приходится на воскресенье, торжественной линейке принято решение провести 2 числа. Выстроить эффективную работу с мигрантами призвал Ради Хабиров. На этой неделе в Уфе состоялось заседание Совета при главе Башкортостана по межнациональным отношениям. На нем, в частности, обсудили вопрос социальной и культурной адаптации прибывающих в регион иностранных граждан. Все подробности в следующем сюжете. Кардинально обновить подходы к миграционной политике. Такую задачу в апреле 2024 года, выступая на коллегии МВД, поставил президент России Владимир Путин. Нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике. Прошу Министерство внутренних дел, другие наши правоохранительные органы и специальные службы совместно с правительством и с администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать. Необходимость отступления от формального подхода и обеспечения осмысленной работы на всех уровнях власти в области миграционной политики становится одним из приоритетных направлений государственной политики в стране. Такой осмысленный миграционной политики у нас пока не выстроено. У нас был единый орган когда-то, его потом погрузили в МВД по соображениям вопросов безопасности. Получается там эффективно работа или нет? Большой вопрос. И вот мы обсуждаем это с коллегами. Я перед правительством поставил такую задачу, перед Советом Безопасности. Вернуться к этому вопросу и как можно быстрее. Нельзя видеть, что проблемы не существует. Она есть. Вопросам миграционной политики в республике посвятили заседание Совета при главе Башкортостана по межнациональным отношениям. Оно прошло в Уфе 2 августа. Наша республика активно развивается. Мы запускаем новые стройки, инвестпроекты. И, конечно, поэтому потребность в кадровых ресурсах, в том числе трудовых мигрантах, сегодня достаточно высока. Растущий поток миграции влияет не только на рынок труда, но и на межнациональную и криминогенную ситуацию в республике. Мы видим, что совершенные мигрантами в разных регионах резонансные преступления вызывают жесткую общественную реакцию. Люди хотят спокойствия и безопасного поведения со стороны приезжающих к нам иностранцев. И это один из важнейших запросов современного общества. Вы знаете, что на федеральном уровне создана современная нормативно-правовая база, регулирующая направление миграционной политики. И наша с вами задача – грамотно выстроить эффективную работу на местах. В первую очередь обеспечить социальную и культурную адаптацию иностранных граждан к условиям жизни, учебы и работы в регионе. Мы должны создать полноценные условия для успешного освоения ими русского языка, принятых в российском обществе норм поведения, формирования их правосознания и правовой культуры, приобщения к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. С опорой на эти подходы мы должны строить свою работу в отношении мигрантов. Государственная политика в области социальной и культурной адаптации иностранных граждан помогает обеспечить безопасность страны и общества. За последние 2 года в СМИ, мессенджерах и социальных сетях стало больше негативных публикаций о мигрантах, их деятельности и особенно о преступлениях, которые они совершают. О причинах возникающих проблем на заседании Совета доложил первый заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан по внутренней политике Азат Бадранов. Тема миграционной политики многосоставная. Позволю себе выделить такие ключевые проблемы, как проблемы нелегальной миграции, которые предопределены прежде всего заинтересованностью работодателей в использовании дешевой и бесправной иностранной рабочей силы, проблемы социальной и культурной адаптации и интеграции, вернее ее отсутствие иностранных граждан российского общества, обусловленное отсутствием межведомственного взаимодействия, должного внимания к данным вопросам со стороны муниципалитетов и незаинтересованностью работодателей. И, конечно, рост преступности, в том числе распространение экстремистских настроений и террористической угрозы. Следует отметить рост как общественного недовольства поведением мигрантов, так и попыток использовать негативные настроения в обществе для раскачивания общественно-политической ситуации в республике. Так, зачастую бытовые конфликты между жителями и даже уроженцами нашей республики пытаются представить как столкновение местных жителей и мигрантов, обвиняя при этом региональные власти в попустительстве иностранцам и в бездействии. Все вышесказанное ведет к росту социальной напряженности в обществе.
По данным Управления по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан за 4 месяца 2024 года на территории региона поставлено на миграционный учет 52 888 человек. 20 855 иностранных граждан продлили срок своего пребывания в республике. Большинство поставленных на миграционный учет в Башкортостане – это граждане стран с безвизовым въездом. Наибольшее количество мигрантов прибыло из таких стран, как Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Армения, Кыргызстан. Основная сфера их занятости – строительство, коммерческая деятельность, сельское хозяйство. Согласно данным МВД, в регионе не зафиксировано каких-либо этнических анклавов. Все прибывающие иностранные граждане распределяются по нескольким районам республики. Наиболее мигрантоемкими являются Уфа и Уфимский район. Согласно данных результатов соцопросов, проведенных Центром гуманитарных исследований в январе 2023 года и в феврале 2024 года, фиксируется рост негативного отношения жителей республики к мигрантам. Более четверти опрошенных отмечают, что при встрече в повседневной жизни с трудовыми мигрантами испытывают опасения и настороженность. Каждый пятый житель республики пытается всячески ограничивать дружбу своего ребенка-внука с детьми иностранцев. Но насколько оправдана такая настороженность жителей республики? Мы попросили директора Центра гуманитарных исследований Минкультуры республики прокомментировать исследование, проведенное Центром. Я вообще зайду на эту проблему в целом, на состояние межнациональных отношений. Оно в целом сегодня в стране стабильное, как и в республике Башкортостан. Но вместе с тем в последнее время отдельные деструктивные организации и лица пытаются вбить в клин состояние межнациональных отношений, а соответственно отношение к мигрантам и миграционные отношения являются важной составляющей межнациональных отношений. Соответственно, и эти деструктивные структуры пытаются разогнать мигрантофобию в стране, ну и в республике в том числе. Осуществляются сегодня попытки, но я думаю, что жителям республики не стоит опасаться. Мы жили и будем жить дружно вместе с нашими друзьями, партнерами из ближнего и дальнего зарубежья. О случаях, когда трудовые мигранты становились зачинщиками конфликтов, ссор, драк, корреспонденты чаще узнают из СМИ и социальных сетей или слышат от знакомых. Реальная картина криминогенности мигрантов в Башкортостане действительно отличается от той, которую навязывают масс-медиа и социальные сети. Это подтверждается статистикой правоохранительных органов. За 6 месяцев текущего года в республике официально на миграционный учет поставлено свыше 80 тысяч человек. Повседневно реализуются меры по удалению лиц, незаконно находящихся на территории страны. В первом полугодии текущего года выдворено и депортировано 350 таких нарушителей. Направлено около 1000 представлений о неразрешении въезда и принято свыше 700 решений о сокращении срока пребывания. Выявлено 5 фактов организации незаконной миграции. Что касается уровня криминальной активности среди приезжих из-за рубежа, то он составляет менее процента, 0,6 от общей преступности. В республике нет такой критической ситуации с мигрантами. Во многом это благодаря тому, что у нас поликонфессиональный и многонациональный регион. Здесь уважительно относятся к традициям и верованиям православных и мусульман. Многовековая история совместного проживания сформировала иммунитет от ксенофобии. Люди с детства учатся общаться и уважать друг друга. И эти традиции добрососедства нужно поддерживать, в том числе и на государственном уровне. Особенно важно их прививать в учреждениях образования, о чем отметил глава республики. Ради Хабиров призвал обратить особое внимание на культурную и социальную адаптацию иностранных студентов в республиканских университетах. Их все больше и больше становится, и важнейшая адаптация. В республике создана необходимая нормативно-правовая база для организации работы по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Госпрограмму реализации государственной национальной политики в Республике Башкортостан включили под программу обеспечения успешной социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Республике Башкортостан. На сегодняшний день могу сказать, что Дом дружбы народов Республики Башкортостан очень тесно работает с иностранными гражданами. Это не только мигранты, которые там приехали сюда, живут, учатся или работают. Это все, кто действительно принял решение жить в республике. И прежде всего, конечно же, наши все мероприятия, их более 1000 в год проходят, направлены на адаптацию всех
людей, которые проживают. То есть мы должны уважать культуру каждого народа. Каким образом мы еще с ними работу проводим? Не только через праздники, конечно же, фестивали, концерты, а сюда же входят и наши круглые столы, где мы проводим личные беседы, индивидуально с каждым народом. Также мы проводим акции различные. Первичная организация, куда попадают иностранцы, многофункциональный миграционный центр. Именно здесь приезжим гражданам оказывают различные виды услуг в режиме единого окна, что позволяет сделать миграционные потоки максимально прозрачными. Здесь и находится и полиция, и управление по вопросам внутренней миграции, Министерство внутренних дел. Здесь и находятся медицинские учреждения, здесь и находятся и образовательные учреждения. То есть пытается... Мы можем получить первый срез того человека, который прибыл в нашу страну. Все это здесь проверяется, смотрятся его дипломы, с которым прибывает, чтобы впоследствии уже он мог спокойно начинать адаптироваться в нашей стране. Усиление работы республиканскими органами власти с мигрантами во взаимодействии с правоохранительными органами уже дают свои результаты. Так, по данным Федерального агентства по делам национальностей России, количество информационных поводов по конфликтам в межнациональной сфере по сравнению с прошлым годом снизилось на 73%. При этом проблемы еще остаются, и потребность в трудовых ресурсах с каждым годом увеличивается. Экономика развивается, открываются новые предприятия. Следовательно, нужно совместно с работодателями трудиться над адаптацией мигрантов. В рамках заседания Совета глава республики поручил определить единый орган исполнительной власти, ответственный за координацию мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, выделить средства на финансовое обеспечение государственных программ и грантов, связанных с мероприятиями по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, а также принять соответствующие муниципальные программы. То, что касается органа ответственного, тут творчески можно подойти, там разные решения есть. Мы определенные изменения предполагаем после выборов внести в структуру правительства Республики Башкортостан. Может быть, отдельный орган, может быть, все-таки точно определить орган и туда добавить именно прописать. Если это Минсоцтруда, это Минсоцтруда. Муниципальная программа, Максим Васильевич, после этого как будет, надо будет прям срок прописать в течение месяца, чтобы недостатки, которые есть, хотя бы формальные вещи, они должны быть решены. По НКО у нас для этого есть гранты главы Республики Башкортостан. Надо просто проговорить и выделите там определенную сумму денег, которая пойдет на это. И давайте решение прям пропишем. Сами определитесь. Там у нас порядка 300 миллионов идет на гранты. Из этой на 25 год условно пропишите, какая сумма денег пойдет на это. В завершении работы заседания руководитель региона Ради Хабиров поблагодарил членов Совета за конструктивную дискуссию и вручил государственные награды Башкортостана за большой вклад в укрепление межнациональной дружбы и сотрудничества. Руслан Батыргареев, Азат Ишбулатов и Виктор Демидов. Итоги недели. В Буздякском районе открыли первый в Башкортостане и третий в России завод по переработке конопляного волокна. В час там перерабатывают 1 тонну сырья, из которого получается 250-300 килограмм готового волокна. Впоследствии из него делают утеплители, нетканые материалы, геотекстиль, канаты. А от костра и опилок производят кирпичи, костробетон, арболитовые блоки. Тему продолжит Делия Махмутова. Такой материал вы можете потрогать, его, что, во-первых, он легкий, во-вторых, у него отличное теплоизоляционное свойство. Этот стройматериал изготавливают из опилок конопли и гашеной извести. Здания из таких кирпичиков получаются прочные и экологичные. Зимой материал дольше сохраняет тепло в доме, летом предотвращает перегрев жилища. Не будет проблем и со звукоизоляцией. Кроме того, из опилок конопли делают стройматериалы для отделки стен. Их можно даже красить. А вот утеплители получают уже из волокон растений. У нас сейчас разрабатывается 4 линейки материалов. То есть первая — это аналог плитных материалов, таких как ДСП, ДВП, ориентированно-стружечные панели. Вторая линейка — это акустические материалы на основе гипса. Третья — это тканые полотна, которые можно использовать, допустим, как подложку для полов, для ламината и так далее. И четвертая — это бумага и картон. Сейчас в Буздякском районе внедрили полный цикл переработки конопли, начиная с ее выращивания по современным агротехнологиям до переработки тресты, волокна и костру опилки. Как работает новый завод, показали на дне поля. Тресту после мацерации, которую мы получаем с поля, обработанную в тюки или же пресса, мы привозим сюда и ее перерабатываем, получая волокно первой категории до 10% закостренности. Если мы говорим про производительность линии, это 1000 килограммов в
входного сырья в час и 250-300 килограммов выхода. Что из себя представляет линия? Линия представляет из себя кипоразборщик, несколько трясильных машин с расширенным трясильным полем, также мяльная машина и трепальный барабан. Готовят на заводе 100-килограммовые тюки с волокнами. Продают по 110 рублей за килограмм. А вот отходы, то есть костра, уходят за 40. Доставляют сырье в Курск, Пензу и во Владимир, а также экспортируют в Китай. Ученые уверены, что коноплю будут использовать и для борьбы с парниковыми газами. Поля с такой культурой поглощают углекислый газ лучше, чем леса. К тому же растение неприхотливо к почве и климату, быстро растет. Сельское хозяйство на данный момент высокомаржинальное, если ты идешь в ногу со временем. В ногу со временем с техническими. Мы в своем хозяйстве уже на протяжении многих лет внедряем новые технологии. Техническая конопля все прочнее входит в жизнь. На базе агрокомплекса «Авилат» ее возделывают на индустриальном уровне с пониманием дела. В структуру посевов аграрии Башкортостана добавляют все больше высокодоходные культуры. Вдвое увеличили площади сои, более 20 тысяч гектаров. Растут запросы и на чечевицу, что неудивительно. Цена за килограмм до 90 рублей, при себестоимости около 25. В республике хорошо развивается экспорт. Это Средняя Азия, Ближний Восток, Китай, это наш Иран, наши эти страны СНГ, наши ближайшие. С каждым годом идет рост. В прошлом году реализовали более чем на 700 миллионов долларов продукции сельскохозяйственной. В этом году, надеемся, будет рост. Уже есть по первому полугодию рост тоже есть там. В этом году ожидают хороший урожай зерновых, но из-за дождей уборочная кампания сейчас приостановилась. За месяц в республике выпало 2,5-месячной нормы осадков. Наиболее сильные дожди наблюдались в южных и юго-восточных районах. Успели собрать с полей только 10% озимых. На сегодня намолочено более 135 тысяч тонн зерна. Аграрии надеются, что в середине августа погода улучшится. В противном случае станет хуже качество зерна. Дилия Махмутова, Наиль Гайнуллин. Итоги недели. Финальную партию камня для колоннады на берегу Белы привезли в Уфу. Знаковое сооружение станет украшением набережной в районе монумента Дружбы. Строители собирают его из 300 различных элементов. Колоннада высотой 12 метров и длиной 30 метров. Точная копия той, что находится в Сухуми. Работа уже завершена более чем на 70%. Один за другим юбилейные объекты появляются в столице Башкортостана. Подарками для жителей станут новые спортивные объекты, центр борьбы, фехтования, комплекс сооружений для гребного слалома. В микрорайоне Кузнецовский затон появится самая большая школа в республике, а город украсит новые парки и скверы. Финишная машина с поставкой каменных изделий, то есть сейчас идет сборка, то есть мы выходим на отметку проектную плюс 6700, далее изготавливаем монолитную железобетонную балку и приступаем уже к облицовке верхней части колоннады. Объект довольно-таки сложный, сроки сжаты, то есть поэтому стараемся в срок все изготовить. За счет увеличения количества рабочих. Все элементы находятся на площадке. Плановый срок у нас открытие 31 августа, в день 450-летия города Уфы. К юбилею Уфы Банк России выпустил юбилейную монету из серебра 925-й пробы номиналом в 3 рубля. На лицевой стороне расположился герб России, а на оборотной – Советская площадь с памятником генерал-майору Минигали Шаймуратову. Помимо новых монет, к 450-летию города начали появляться сувениры и памятные вещи. Мастера и ремесленники создают изделия с национальным орнаментом и гербом Уфы. Производят также одежду и кожаные ремни, деревянную посуду, даже продукты питания в юбилейной упаковке. Цветовая гамма тоже предлагалась, там особо вариаций нет, есть строгие правила и брендбук. Исходя из этих цветовых гамм мы сделали те изделия, которые прошли конкурс и были одобрены. Визуально нам кажется, что это красивый башкирский орнамент. Это достаточно этническая такая композиция, но здесь есть маленький секрет. Если повнимательнее приглядеться, то видно, что сюда вплетена Уфа на башкирском и на русском языке, на английском языке, и вплетено 450.
Хоккеисты уфимского клуба «Салават Юлаев» вышли из отпуска и прошли углубленный медицинский осмотр. До старта нового сезона КХЛ остается чуть больше месяца. После медосмотра команда проведет двухнедельный сбор в столице Башкортостана. О старте сезона и новичках расскажем в следующем сюжете. Впервые игроки КХЛ собираются после отпуска так поздно. По новым правилам, которые были введены в этом году, клубы не могут начинать тренировки раньше 1 августа. С другой стороны, увеличится продолжительность чемпионата. В новых обстоятельствах отпуск хоккеистов стал длиннее. Это не значит, что на протяжении 4 месяцев они ничего не делали. Чтобы подойти к началу сборов во всеоружии, нужно готовиться самостоятельно. Успели еще больше соскучиться по хоккею и... В принципе, сейчас уже все такие игроки, когда все сами готовятся летом, поэтому, в принципе, не настолько важно, во сколько нас собирают. Поэтому я лично готовился, был на сборах там, в Москве с специальными тренерами и, в принципе, где-то 2 месяца подряд занимался. На медицинский осмотр игроки «Салават Юлаева» отправились в республиканский врачебно-физкультурный диспансер. Настроение у хоккеистов отличное. Все понимают, что впереди у «Салавата» сезон, в котором команда должна показать результат лучше, чем этой весной. Готовы все понимают то, что лежит большая ответственность, и мы обязаны выходить в плей-офф и проходить первый раунд, и дальше проходить. Поэтому все подготовились очень серьезно, в этом я уверен, и будут выкладываться на все 100%. В коридорах учреждения все знакомые лица. В отличие от прошлого лета, новичков на обследовании почти не было. Единственным новобранцем стал Илья, младший брат лидера команды Александра Хмелевского. Да, это его первый раз вообще в России, так что потихонечку учим его язык. Он чуть-чуть разговаривает, много... нужно поработать на этом и просто привыкать все. Еды, люди, культура. 2 североамериканских новичка «Салавата» присоединились к команде чуть позже. С нападающими Нейтаном Тодом и Шелдоном Рэмпелом руководство и болельщики связывают большие ожидания. Сборы команда будет проходить в Уфе. С 15 по 19 августа пройдет традиционный Кубок Республики Башкортостан. А в конце месяца команда отправится в Магнитогорск на предсезонный турнир памяти Ивана Рамазана. Уфимский клуб начнет сезон домашним матчем с Акбарсом 5 сентября. Артем Кочешев, Эдуард Гайнанов. Новости. Уфа. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.